Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о болезнях позвоночника, которые встречаются очень часто и у молодых, и у пожилых. А проблема, все-таки широко распространенная. Пациентов к нам приходит с этой проблемой очень много. И вот анализируя все случаи, течение заболеваний, иногда хочется все-таки какие-то советы давать пациентам. В большинстве случаев источником боли может быть простудные факторы, подъема тяжести, нетренированный позвоночник, если вот молодые люди в школьные годы пытаются не заниматься физкультурой. Ну и сейчас все-таки очень распространен малоподвижный образ жизни, компьютеры, телевизор, сидячая работа. Есть предрасположенность. Это какое-то наследственное состояние все-таки. Пациенты, которые по наследству передаются болезненность позвоночника или какие-то перенесенные заболевания. Избыточная масса тела очень имеет большое значение, даже курение. Так, по нагрузкам, в основном 90% больных после резких движений или подъема тяжести. Поэтому надо уметь правильно поднимать тяжести. Серьезные боли в позвоночнике могут быть и при травмах, онкологические заболевания, остеопороз возрастное. Бывают вот такие случаи, вот пациенты где-то немножко не так сдвинулись, побежали, боль была, но в больнице не торопятся, не идут. А потом, когда уже через несколько месяцев приходит, когда уже хуже, выявляется патологический перелом. Все-таки нужно, получается, посещать врачу, раз это болело, и хотя бы рентген-снимок сделать. И исключить, и потом уже какие-то хотя бы меры по лечению и щадящие меры. Обезболивание можно, конечно, достичь многими способами. И натирание, и лекарств полным-полно. Но сегодня я хочу все-таки говорить о том, вот, что вызывает заболевание, и потом, что можно делать, чтобы этого не было. Ну вот наследственные генетические формы я уже сказала, что предрасположенность бывает. Обменные нарушения, вот этот как раз избыточный вес, всякие интоксикации, отравления опять-таки дают болевые проявления. Возрастные изменения – это уже фактор, который, конечно, нам не избежать, но приспосабливаться мы можем по жизни все-таки. Травмы, ушибы позвоночника, которые тоже можно как-то научиться правильно падать и не получать именно серьезные травмы, ушибы. Нарушение осанки, искривление позвоночника с детского возраста. Вот как раз вот это тоже в какой-то степени исправимый фактор получается. Малолетних грудных детей не торопиться раньше времени сажать, а пусть они немножко окрепнут, у них позвоночник, связки, мышцы, сами они сядут, а то обложат, подушками садят, а потом искривление позвоночника. В школе следить за детьми, чтобы они правильно сидели за столом, подбирали правильный стол, стульчики в домашних условиях, в основном вот за компьютером. Сейчас больше всего сидят. Правильное положение. Это тоже можно в какой-то степени исправить. Работа с подъемом тяжести. Полностью на этой передаче, как правильно наклонять, как правильно поднимать, я, конечно, и показать, и рассказать не смогу. Но это можно, в принципе, сейчас литературы много. В интернете тоже можно найти. Можно специально даже найти, почитать, поинтересоваться. Это все ради все-таки укрепления своего здоровья, ради защиты, чтобы не было осложнений. И занятия физкультурой все-таки тоже усердствовать тоже не нужно. Все должно быть в меру, равномерно. Тоже вот из своей же практики могу сказать, что были случаи, когда вот в фитнес-клубы к нам приходят, то растянули связки, растянули, ладно, они постепенно восстановятся, а то и были случаи, когда уже даже до перелома доходило дело. Настолько они вроде бы для здоровья занимаются, а получилось все наоборот. То есть все должно быть в меру. И избегать переохлаждения, правильное ношение одежды, правильное ношение, подбор. Вот в зимнее время теплая одежда, молодежь вот ходит в коротких куртках, а часто еще замечаю вот эта мода. И поэтому еще очень хочется сказать молодым, хоть каждого останови и говори. Вот такая возможность хоть через телевидение сказать. В кроссовках голые ноги видны, тонкие, не длинные брюки и не длинные носки. Это сейчас пока молодые, все хорошо. Ведь потом все на клеточном уровне, а потом ведь последствия, старость. Жизнь-то она долгая, длинная, потом старость наступает, а потом ведь
и суставы, и позвоночник будет беспокоить, много проблем может быть, поэтому все-таки береги здоровье с молода, не зря сказано, надо беречь с самого начала. И вот это кроссовки, постоянное ношение кроссовок тоже плохо. И опять-таки нагрузка на позвоночник. Высокие каблуки неправильно, низкие каблуки тоже неправильно, то есть правильный подбор обуви. Ну, симптомы характерны для боли позвоночника, что там, боль, конечно, боль, напряжение мышц, ограничение движений, поворотов, наклонов может быть, любое какое-то неловкое движение может возобновить боль, какой-то подъем незначительной тяжести тоже может быть возобновить боль, но и возможности серьезных осложнений, то, что вот бывает, ну, патологический перелом уже сказала, еще грыжи есть. Про грыжи уже все почти наслышаны, говорят. Благо сейчас возможности диагностики хорошие у нас, и компьютеры, и МРТ, и все. Ну вот этими грыжами тоже проблемы. Чаще всего, конечно, позвоночники болят связки, мышцы, ну, суставные капсулы. Ну вот эти грыжи. А эти грыжи, конечно, могут дать осложнения еще. Они могут сдавливать, в зависимости от того, в какую сторону они пошли. Они могут сдавливать спиной мозг, они могут сдавливать корешки. Тогда уже очень сильные, жгучие, прострелами боли, с ограничением движений. Любое движение может усиливать, даже кашель, боятся кашлянуть, глубоко вдохнуть больные. Это страдания сильные, неприятные. Ну и еще онемение, а потом, если очень долго, длительно сдавливается нерв, оно погибнет, и потом иннервация нарушится, может быть нарушение чувствительности и нарушение движений. Возьмите, например, свистнет стопа, если ущемляется малоберцовый нерв. Это сложности, опасности вот такие есть. Ну вот диагностики, сложностей в диагностике сейчас уже нет. Рентген-снимки почти всем делаем, независимо от возраста. Но если на рентген-снимке уже есть какие-то изменения, а если грыжи, если более такие серьезные проблемы, то на рентген-снимке уже видны. Значит, дальше можно обследовать и МРТ, и КТ делать. Поэтому в этом плане проблем нет. И лечение тоже. Лечение сейчас в современных условиях очень много. Начиная вот это распространенное амбулаторные, стационарные, а если более сложные формы, ну и оперативное лечение. Операцию делают некоторые виды операций даже в нашей больнице, наши травматологи. Операцию делают в нейрохирургическом отделении республиканской больницы, в ортопедическом центре. В этом плане наша республика богата опытом работы, возможностей. Ну, вот поэтому не страшно. И мануальные центры есть, специальные есть реабилитационные центры. То есть лечить, восстанавливать возможности есть. Ну, а до лечения все-таки можно провести профилактику, предупредить, чтобы всех этих мучений не испытывать. Что нужно делать, чтобы не болеть, чтобы не было болей, страданий? Остеохондроз, он, конечно, возрастное, она будет. Немножко какие-то тупые ноющие боли, может быть, но они не опасны, не страшны для жизни. А опасны, страшны вот эти корешки, корешковые заболевания, грыжи, которые сдавливают спиной мозг или корешок. Ну что нужно делать? В первую очередь, не перегружать позвоночник. И не создавать вот таких условий, чтобы вот увеличилось давление на межпозвоночные диски. Вот если какое-то давление на межпозвоночные диски, диск не выдержит, капсула может выйти, вначале трещина появляется. Я могу даже показать на снимках, какие изменения могут быть на позвоночнике. Вот верхняя часть, нормальный диск, а потом постепенно идет его разрушение, дегенерация, выпячивание, а потом даже грыжа, ну и потом уже возрастные изменения. Но это с возрастом все может быть, но оно может протекать безболезненно, без осложнений, без компрессий. Ну это неизбежно, конечно, скажем, с возрастом, за наше прямохождение. Но что мы можем делать, вот как раз и будем говорить. То, что вот не загружать, чтобы вот как раз вот эти диски не вылетали в сторону. И вот этих явлений как можно меньше и позже все-таки это было. А может быть даже полностью можно избегать. Есть пациенты, то есть не то, что пациенты, а просто пожилые люди, которые никогда в жизни не обращаются в больницу. То есть ведут они правильный образ жизни. Ни позвоночник, ни голова, ничего их не беспокоит. А это любой человек это может делать.
Ну и дальше. Ограничить вертикальные нагрузки, то есть долгое пребывание без движения в этом вертикальном положении, вот эта осевая нагрузка вдоль позвоночника, она дает нагрузку, поэтому все-таки время от времени нужно менять. Где-то посидеть, где-то полежать. И уже нагрузка на позвоночник снимается. Избегать падения и прыжки. Вот мы, неврологи, после 40 лет уже рекомендуем не бегать и не прыгать. Желательно лучше вот такая спортивная ходьба быстроходная или на лыжах кататься. Нагрузки на позвоночник уже меньше. А прыжки и бег уже дают осевая нагрузка. Каждый раз толчком мы на свои диски все бьем и бьем. Этого нежелательно уже с возрастом. На рабочем месте стараться нужно все-таки следить за осанкой, как правильно мы сидим, как мы правильно подобрали себе стульчики. Иногда можно вот откинуться, дать отдых. Если долгая длительная рабочая поза, вынужденная рабочая поза, вот надо вот сидеть, но на самом деле нет, то все равно устают плечи, немножко начинаем сутулиться. То есть надо все-таки немножко изогнуться, встать, походить, подвигаться, постоять около спины. То есть кое-какие упражнения. Вот раньше было модно рабочий полдень, гимнастику делали. Это можно у себя на работе организовать запросто. Не следует поднимать груз более 10 килограммов. Если что-то надо поднимать, все-таки не одному, а с кем-то, какой-то помощью таки позвать можно. Контрастный душ закаливает организм неплохо. Стараться не переохлаждаться насчет одежды, когда уже насчет обуви, зимней одежды, то есть сезонной одежды уже я сказала. Избегать стрессовых ситуаций, не скандалить. Между прочим, вот это тоже много значит. Вот на нервной почве, ну часто на самом деле пациент сам только, наверное, на нервной почве расстроилась и вот все заболело. Это все может быть. Вот, на хорошее настроение, между прочим, на самом деле, вот этот гормон счастья, эндорфины, когда хорошее настроение, человек ощущением счастья, он реже болеет. И даже когда человек болеет, мы всегда рекомендуем пациентам не унывать, не уходить в депрессию. Все изменяемо, все исправимо. Надо улыбаться. Не хочется улыбаться, хотя бы гримасу улыбки перед зеркалом. Все-таки вот эти гормоны счастья выделились у нас и немножко помогли нашему организму. Это тоже что-то значит. Правильное питание, вот этот лишний вес. Тут все-таки стараться нужно правильно питаться, рационально, с витаминами, со всеми микроэлементами. С возрастом особенно вот кальций нужно, остеопороз развивается. На фоне этого остеопороза. Иногда боль в костях, позвоночнике, просто может быть и переломы даже, патологический перелом, не самого сего, просто так из-за остеопороза может быть. Поэтому и витамин D, и кальций организму нужно, поэтому все-таки комплекс витамина с содержанием кальция и витамина D желательно, и минеральные вещества нужны. Не курите, ведите здоровый образ жизни, ну и занятия, из тех занятий, которые можно помочь нашему организму. Вот танцы. Танцы очень хорошо помогают осанке, правильной осанке. Вот там всегда классические танцы, вот это молодым людям очень хорошо. Я обычно рекомендую уже зрелым женщинам и по преклонному возрасте даже можно тоже танцы, восточные танцы, танцы для живота. Это очень полезно не только для позвоночника, но и для внутренних органов и для органов малого таза. То есть, чтобы было равномерно нормальное кровоснабжение. Очень полезно. Скандинавская ходьба модно стало, очень хорошо, мы рады этому. В нашем городе это движение тоже есть. Пожалуйста, возьмите палки и пошли. Работают все мышцы грудной клетки, верхних конечностей и ноги. То есть улучшается кровоснабжение, улучшается дыхание, обмен организма кислородом, настроение улучшается. Ну и это очень приятно и очень хорошо и полезно. Дальше. Плавание. Плавательные бассейны в нашем городе, недалеко от Шахазаны. Хоть туда, хоть сюда ходите. Наши диски, которые вот в процессе нашей жизни уплощаются, нагрузку получают, в воде состояние невесомости. Они приобретают свое нормальное положение. Отдыхая все наши связки, капсулы суставные и наши диски. Позвоночник радуется. Ну и при многих заболеваниях позвоночника, вот и шейной, и грудной, и поясничной, конечно, более полезнее плавание на спине. На здоровье плавайте. И еще одно. Не настаиваю на ортопедических подушках, потому что на ортопедические подушки, вот как раз под шеей, которая должна быть,
она не всегда рассчитана под наши физиологические, ну, то есть не на каждого пациента. Физиологический лордоз шейного отдела у всех разные. Поэтому вот это, конечно, вот эту подушку вот в виде ортопедической подушки, свою же нормальную подушку можно помять и положить. Подушка должна быть под головой и под шеей, ну не под плечами. И невысокая. И совсем без подушек тоже нежелательно. Это умеренная такая небольшая подушка, которая вот позволяет, дает чувство отдыха, и человек нормально, спокойно высыпается, и в то же время не страдает ни шейный отдел позвоночника, ни поясничный отдел позвоночника. Тоже очень полезно. Так что все-таки получается, можно что-то избегать, что-то исправить и быть все-таки, но жить во всяком случае без боли. А если есть боли, подлечиться и исправить все. Желаю вам всем здоровья хорошего, чтобы вы не болели. И всегда закаливали свой организм. Будьте здоровы. До свидания.